Дорогие выпускники 96-го года 31-го выпуска Котыбовской средней школы, уважаемые родители, коллеги и приглашенные, разрешите считать открытым торжественную часть по окончанию школы и вручения аттестатов в средней школе. Позади долгих десятилетних терпений, трудов всех сидящих здесь в зале приложено большое усилие всего педагогического коллектива школы, где сделано большое творческое усилие всего коллектива. И можно однозначно сказать, что только спустя 10 лет работы можно подвести итог. Это и моральная, и физическая поддержка родителей, это и труд большого коллектива, работающего обслуживающего персонала, это работа и поваров, это работа воспитателей. Сегодня можно вспомнить все, что происходило за все эти 10 лет, прошедших в школе, и хорошее, и плохое. Жизнь есть жизнь. Большое спасибо первым учителям, положившим первые кирпичики знаний, умений
души наших сегодняшних девчат и ребят. Большое спасибо предметникам и классным руководителям, которые, не покладая рук, все эти 10 лет шли рука об руку. Это Костенко Любовь Ивановна, учитель словесница, Сабаева Нина Ивановна, учитель математики, Прокопьев Андрей Николаевич, классный руководитель 11 класса, учитель истории и экономики, Погуляева Надежда Геревна, учитель биологии и экологии, Жижева Валентина Вячеславовна, учитель физики и астрономии, Петошкина Галина Панасина, учитель химии, Уляшов Евгений Васильевич, учитель физкультуры, учитель труда ИЗО и класса руководитель 11 класса Прокопьева Галина Васильевна, учитель ОБЖ Микушев Василий Михайлович. И пусть последним восклицанием или восклицательным знаком в завершении всей школьной жизни наших сегодняшних 26 выпускников будет вручением и аттестатов, и похвальных грамот. Разрешите мне приступить к самому главному и, наверное, основному, к чему шли все эти 10 лет, к вручению аттестата зрелости и похвальных грамот. Ну, небольшую справочку. Я хотел бы сказать, очень похвально, что уже вот в течение нескольких лет, в нашей школе 2 года, и с тем мы выпускаем медалистов. Вот и в этом году нам удалось добиться большими усилиями и выпустить одну ученицу с серебряной медалью. Это у нас Северина Татьяна Владимировна. По школе в целом и по республике, значит, по республике рассчитывается 50 медалистов. Только в Сторожевской школе 3 золотых медалиста и 1 серебряная. В Условчиме 2 серебряные медали. В Картакировской школе 2 серебряные, 1 золотая. Ну, я уже сказал, в Потыбовской школе 1 серебряная. По Картакировскому району за этот учебный год, значит, учениками удалось буквально, может быть, вырвать даже с усилием, это 4 золотых и 5 серебряных медалей. Поэтому разрешите вручить серебряную медаль и аттестат о образовании, причем аттестат с серебряной медалью. Настоящий аттестат выдается Севериной Татьяне Владимировне, ученица Потыбовской средней школы республикоми за успешную учебу в труде и награждена серебряной медалью. Покажите медаль. И одна небольшая процедура, пожалуйста, при подходе здесь расписывайте. Также разрешите вручить далее за активное участие в районных олимпиадах и благодарственное письмо родителям. Надежда Алексеевна, может, сразу? Уважаемая Мария Петровна, Петр Иванович, педагогический коллектив Потыбовской средней школы благодарит вас за хорошее воспитание дочери Тани. Пожалуйста. Вручается аттестат о среднем образовании Титаренко Оксане Валентиновне, окончившей Потыбовскую среднюю школу. И родители за хорошее воспитание дочери Оксаны. Вручается аттестат о среднем образовании Карпенко Елене Владимировне и благодарственное письмо родителям Валентине Алексеевне и Владимиру Андреевичу.
Вручается аттестат о среднем образовании Тошкиной Марии Анатольевне и родителям благодарственных письма Валентине Петровне и Анатолию Ивановичу. О среднем образовании Панюковой Светлане Алексеевне и благодарственное письмо родителям Татьяне Витальевне и Алексею Михайловичу. За особое успешное изучение отдельных предметов. Вручается аттестат о среднем образовании Бурт Михаилу Анатольевичу и благодарственное письмо родителям Людмиле Ивановне, Анатолию Михайловичу и похвальная грамота. Вручается аттестат о среднем образовании Королеву Сергею Владимировичу, вручается благодарственное письмо Галине Яковлевне и Николаю Александровичу и похвальную грамоту за особый успех изучения предметов. Вручается аттестат о среднем образовании Микушеву Дмитрию Николаевичу и благодарственные письма Раисе Анатольевне и Николаю Васильевичу. Ну, исправляйте подарок. Вручается аттестат о среднем образовании Королевой Ирине Анатольевне и благодарственные письма Анне Петровне и Анатолию Ивановичу. Научилась крестик поставить. Вручается аттестат о среднем образовании Святопольскому Семену Олеговичу и благодарственные письма родителям Надежде Семеновне и Олегу Семеновичу. В классе бывает, даже не заходят, аттестат не могут получить. Если поставите, что он... Сережа, ты сейчас не можешь. Вручается аттестат о среднем образовании Гниченко Екатерине Сергеевне. Грамота. Похвальная грамота. Вручается аттестат о среднем образовании Фодоровой Марине Алексеевне, Александру Медведевичу и благодарственное письмо Екатерине Дмитриевне, Александру Панасьевичу. Вручается аттестат о среднем образовании Яблоковой Ирине Александровне и родителям благодарственное письмо Нине Владимировне и Александру Сергеевичу.
меня двое не сдавали. Они деньги вообще никогда не сдавали. Ничего. И главное, не уходят, не заходят. Вручается аттестат по среднему образованию Сурковой Валентине Петровне и благодарственное письмо Антонине Николаевне и Петру Ивановичу. Вручается аттестат о среднем образовании Тарасковскому Виталию Васильевичу, благодарственное письмо Надежде Васильевне и похвальная грамота за особый успех в изучении предметов. Вручается аттестат о среднем образовании Пименовой Анне Семеновне и благодарственное письмо родителям Илье Адольфовне и Семену Анатольевичу. Прекрати комментировать. Вручается аттестат о среднем образовании Бутюку Вячеславу Владимировичу. Так, пожалуйста, здесь. Вручается аттестат о среднем образовании Мишаре Андрею Владимировичу. Старик, 17 лет. Вручается аттестат о среднем образовании Доминой Ирине Николаевне. Вручается аттестат о среднем образовании Королеву Алексею Павловичу и благодарственное письмо родителям Антонине Викторовне и Павлу Иславовичу. Ну и не забываем вручается аттестат о среднем образовании Мус Светлане Николаевне. Пожалуйста. Вручается аттестат о среднем образовании Моторину Роману Сергеевичу. Вручается аттестат о среднем образовании Викановой Наталье Алексеевне. Аттестат о среднем образовании Пахому Валерии Александровне.
и как всегда у нас есть ученики, которые чем-то отличались. Надо было вручить, конечно. Это Зюзя Владимир Сергеевич и Сипелев Федор Васильевич. Ну, что-то не зашли, не явились, я не знаю, что. Они в коридоре стоят. Здесь стоят. И не уходят, и не заходят. Позвать их, что ли? Не заходят уже сколько раз предлагали. Память мы оставляем аттестат о 9-летнем образовании, потом по ходу раздадим. Так, и в завершение еще раз хочу поздравить всех сегодняшних участников нашего торжества. Удачи вам в жизни. Еще раз скажу, никто вам не убирает. Торжественный момент. Они получили документ об образовании, о том, что успешно закончили нашу школу. И поэтому мой первый гость от имени всех вас, от имени как раз руководителя университета, хочу предложить, что за наших выпускников, за их здоровье, чтобы их всегда сопутствовала удача, счастье, и чтобы они никогда не унывали. И всегда на их лицах сияла улыбка. Давайте выпьем за наших выпускников. По-моему, ты классная руководительница. Кивайте головой вот так. Да. Если нет, нет. Ясно, да? Да. Так. Значит, дальше. Вот давайте так, с вас и начнем. Первый вопрос. Вы учительница начального класса? Нет. Вопрос. Ваш любимый цвет красный? Да. Тоже. Первый победитель пока. Нет, на одного. Так, дальше. Так, ну да, смотрите. Да, где вот супруги у вас? Кто супруги у вас сидит? Нет, это чоколада. Бабу, да? Так, вопрос. Он вас обожает? Вроде нет особо. Это чоколада. Нет. Да. Наоборот. Сразу, 3 секунды, все. 4-й вопрос. Вы готовы с любимым пойти на край света? Нет, надо говорить, да. Ой. Рыбу плохо. Вы готовы стать птицей счастья всю жизнь? Что? Да, вам вопрос. Вы пробовали вискас? У вас есть миллион? Да. Хорошо.
вопрос. Да. Вы хотели бы попасть на необитаемый остров? Нет, конечно. Хотелось бы покататься на верблюде. Так, 11. Вам нужен марки лимузин? Да. Да. Вот вы. Вам сейчас объясняться любви к жене. Читай. Ну потом исправил, читай. Да. Вы когда-нибудь вытаскивали счастливый билет? 3 секунды. Нет. Нет. Наоборот. Вы можете наизусть рассказать мне Потому что Слушай, как получается. Вы любите петь народные песни? Ой, цветет калина, поле ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, не могу открыться, сон я не найду. Потому что сколько лет сил потратили на таких детей. Спасибо вам за воспитание. на таких детей. Я знаю, что все родители хотят, чтобы у их детей все было хорошо, жизнь сложилась. Поэтому тоже мы за то, чтобы ваше желание исполнилось. Можно сказать? И вам тоже спасибо за то, что сделали свое дело. Как говорится, вы учили детей. Не надо не поставить. И вам спасибо. Игрался я еще с тобой, вернись, пожалуйста, ко мне домой. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташу, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Он говорит, что я уже большой, а папа купит мне портфель большой. Игрушки надо перестать играть, и книжки школьные пора читать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташу, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Ранушки сказано нас глядят, не узнают вчерашних забиян. А мы с Наташкой под руку идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Детство, ты куда ушло? Где уютный уголок нашло? Детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташу, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Детство,
большие. Трубы скошены назад, дайте нам глядеться, на прощание наглядеться, дайте нам наслушаться, как они гудят, дайте нам глядеться, на прощание наглядеться, дайте нам наслушаться, как они гудят, ветерок на палубе тронул чьи-то волосы, и в туман уносится чей-то нежный взгляд, уплывает детство. Да чего ж не вовремя, даже все ребята об этом говорят, уплывает детство. Да чего ж не вовремя, даже все ребята об этом говорят. Все попрощались, все распрощались, время уж последним. Шлюпкам уходить, что же вы остались, чудаки остались, или вам не хочется с нами в юность плыть, что же вы остались, чудаки остались, или вам не хочется с нами в юность плыть, кораблик детства, уплывает детство, белые большие. Трубы скошены назад, дайте нам глядеться, на прощание наглядеться, дайте нам наслушаться, как они гудят, дайте нам глядеться, на прощание наглядеться, дайте нам наслушаться, как они гудят. Перед нами только что выступали наши поздравевшие выпускники школы, а вот от имени Анны Михайловны, первой учительницы, мы хотим прочитать вам небольшие сочинения, чтобы вы послушали, какие же, и вспомнили, какие же были ваши маленькие детки и о чем они мечтали. Сочинение называется «Кем я хочу быть». Вот посмотрим, сбудутся ваши мечты или нет. Итак, первое сочинение. Кем я хочу быть? Я хочу быть как мама. Моя мама работает в детском саду и везде медсестрой. И я хочу быть в детском саду медсестрой. Я буду лечить детей, делать уколы, давать лекарства. Это работает некоторый раз в ветвях, нянечкой, когда нет других воспитателей. Она показывает картины и говорит, что нарисовано на картине. Дети рассмотрят картину и говорят, а когда идут кушать, они зацепляются и идут паровозом, играют в разные игры. Я буду добиваться, чтобы стать медсестрой, и буду учиться хорошо, и не забуду Валю Суркову лечить. Это сочинение, я думаю, догадались, да? Света Поляковой. Так, воспитательница еще хотела стать Лена Карпенко, Валя Суркова, Ира Королева. Так, следующее сочинение. Я уже с детства мечтаю быть шофером. Шофером быть интересно. Даешь полный газ, и машина везет меня по асфальтированным дорогам. По деревням, по селам, по городам. Шофером быть нелегко. Надо каждый день мыть ее, делать, смазывать. Словом, все это не скажешь. Я хочу, чтобы не на какой-нибудь машине, а на КАЗе. КАЗ – мощная машина. Возит очень тяжелый груз. Может ехать очень далеко. И вот я еду на работу. Еду где-то около Подельска.
Моя задача отвезти уголь в Сыктывкар и ехать на обед. Но вот я уже около Капкироса. Я переезжал большой мост между Капкиросом и Сыктывкаром. Вот переехал этот мост. Теперь мне надо ехать в котельную и выгрузить свой груз. Я подъехал. И что за чудо, наша колонна около котельной и ждут нас. Мы с Витей выгрузили груз и поехали. У меня был 3 номер, и я ехал первее Вити, а у Вити номер 4. Мы построились в колонну и поехали на обед. Обед удался на славу. Я купил тарелку супу и гарниры. Я буду учиться хорошо, чтобы добиться своей цели. У Вити будет 2 класс, а у меня тоже 2. Это Сергей Королев, я хочу прочитать то, о чем писал Витька, который едет рядом с ним. Моя мечта быть шофером. Я буду работать на КАЗе. Эта машина возит тяжелые грузы. Например, грузы такие: шлак, песок, камни, угли. Эта машина приносит большую пользу людям. Когда будут асфальтировать асфальт, я буду возить камни. Эта машина большая, кабина тоже большая. Зимой я буду включать печку. Я буду соблюдать все правила, не буду врезаться. Я буду ездить дальние дороги. Я хочу выучиться на 2 класс. Я представляю, как я еду на машине с большим грузом и очень далеко. А буду выполнять все планы. Буду каждый пунктик закручивать. Еще буду в кабине слушать музыку. Когда буду ехать по дороге, и человека не взял автобус, то я его подвезу. Чтобы по дороге не сломалась машина, я ее буду делать, чтобы все было хорошо. Я буду добиваться своей цели, чтобы не оставаться на 2 год. Буду хорошо учиться и не буду менять профессии. Так, кем я хочу быть? Я хочу быть летчиком. Почему я хочу быть летчиком? Потому что я буду возить людей, буду летать из города в город. Когда я буду лететь, и мне будет скучно, я включу приемник. В кабине будет тепло, уютно. Буду каждый день ремонтировать свой самолет, мыть его, чтобы он был чистый. Эта профессия приносит пользу. Самолет будет возить людей, перевозить тяжелые грузы, возить на север пищу, одежду, палатки. Я буду смотреть из самолета на город, поселки, деревни. Я буду хорошо учиться, кончу 10 классов и пойду учиться на летчика. Кто это? Нет, это у нас мечта Березюк Славы. Так, ну шофером еще мечтали быть Андрей Мишарин, Леша Королев, Вова Зюзев тоже на КАЗе мечтал работать. Так, друзья надо быть. такие Максим Милош, да? Так, еще об одной профессии, о которой вы мечтали, многие мечтали, это медсестра. Я мечтаю быть медсестрой. Я буду давать больным лекарства, делать уколы, буду ухаживать за больными. Если это сбудется, то когда заболеет моя мама или папа и брат, то я непременно их вылечу. Эта профессия приносит большую пользу. Она больных делает здоровым. Когда-нибудь будет у кого-нибудь операция, я помогу врачам. Принесу уколы, таблетки и еще что нужно. И еще я буду кипятить уколы, иголки. И буду говорить ласковые слова больным. Ласковые слова помогают человеку больше, чем горькие таблетки. Я буду добиваться своей цели и буду мечтать лечить хорошо. Это у нас Ира Яблокова. Так, еще хотели стать врачом Марина Будорова, Катя Книченко. Все. Так, кем я хочу быть? Я хочу быть катеристом. Там я буду капитаном, бака. Рабочие будут катать балласы, а я буду оттягивать их подальше, когда рабочие будут близко. Потом выливать плохую солярку. Потом, когда рабочие придут к катеру, мы будем отдыхать. Эта работа приводит, что когда река загоняет бревна на берег, мы уберем их, а потом они опять плывут куда-то по течению, и их там задерживают и делают из них бумагу и доски.
Я когда ездил с папой, мы с папой отпустили на берег рабочих, а мы отъехали от них подальше. Папа взял ведро и стал выкачивать солярку. Стал выкидывать в речку бревна, чтобы из них тоже сделали листы. Так, хоккеистом у нас мечтал стать Дима Никуша. Так, и еще вот об одной профессии мне хотелось бы прочитать. Кем я хочу быть? Я мечтаю быть цветоводом. Цветы украшают все. И цветы красивые, и с цветами хорошо и весело. Когда я их вижу, мне сразу хочется к цветам. Мне с ними хорошо, и я люблю цветы. И я люблю, когда цветы садишь около дома. Они украшают весь сад и даже дом. Цветы – это наряд. Цветы приносят пользу, из некоторых цветов делают лекарства. Мне нравится больше всех ландыши, маки, розы, ромашки, ну и так далее. Мне без цветов скучно, и мне жалко цветы. И когда я вижу, что когда топчут цветы или рвут, мне их хочется взять и снова посадить или поставить в воду. Но я никогда не брошу цветы, это мой наряд, я их не буду бросать. И даже когда над ними издеваются, и когда я беру их в руки, мне сразу же становится весело и приятно, и даже хорошо. И я не знаю, что мне делать. Это моя самая любимая работа. Вот какая моя любимая работа, и этой цели я добьюсь. Это у нас кто? Аня Пименова. Аня Пименова, да. Она, наверное, была цветоводом, да? Так, ну эти сочинения были экзамены в педагогический институт и зачислены на первый курс. Это Маша Витошкина, так, Ира Королева, Бурт Миша, Горбетка Лена. Ну и мне хотелось бы пожелать успешно сдать экзамены и осуществить мечту Марины Бодровой. Она тоже собирается у нас поступить в первый институт. Молодые, не старые. Так себе,
как всегда они говорят, не будет больше такого выпуска. Конечно, хотелось бы, чтобы не было такого выпуска. Были все вот такого, как и наш сегодняшний. Ну что сделаешь? Не каждому дается. То, что положено природой, оно уже большего невозможно. Поэтому спасибо нашим родителям, то, что они поддержали. Очень много зависит, конечно, от них. Спасибо коллективу. Ну и, наверное, самое главное, то, что всегда хотелось бы в будущем говорить, чтобы не остановились только все на вузах школы. Вся дружная ваша семья, классная ваша семья, чтобы принять все вы, конечно. Потому что больше всех я знаю, работая с 71 года, 25 лет, скоро будет, вот в августе уже. Больше всех остается воспоминания о всех хороших, поэтому я желаю вспоминайте наших учителей, вспоминайте школу. Не забывайте о тех сложностях, которые, в общем-то, и были, и, наверное, и были, и будут. А самое основное, определитесь, найдите себе половину, потому что жизнь так сложена, что семья это ячейка, а семья будет и жизнь будет. Желаю вам крепкого здоровья, выбора вашей профессии, ну и встретиться через лет 5, а может и 10, может 15, вот в такой же вашей дружной компании. Удачи вам, еще раз, счастья, личной жизни. За ваше здоровье и счастье вам. И мог его стипендии решил. Он ничего не делал, ухаживал за Евой. И мог его стипендии решил. И эта дама пошел на выборяты, любовь не унывающий народ. От сессии до сессии еще лучше не вечера. От сессии всего пора. От сессии до сессии еще лучше не вечера. От сессии всего пора. Вот она драма, а вы сегодня драма и года. И вот она мне пунктов, а потому что перца пора. И тут она мне пунктов, а потому что перца пора. Вот и даже такие давай. Нет, не рассудка, нет, не рассудки, а на остальное дела. Нет, не рассудка, нет, не рассудки, а на остальное кондуктор не вообще. А мы тебя вместе студентских билетов, студенты не богачи. А мы тебя вместе студенских билетов. Если поразгуляли, и теперь не знали мы никому. Я всем разгуляющих, ничего не знающих. Такой всем разгуляющих, ничего не знающих. Так, победитель ты! Давай, давай! Давай! Давай, покажи!
Золотая пора.